Что, братцы, всем привет! Очередной выход на рыбалочку. Сегодня, ребят, я в одного. Бабье лето, неделя тепла. И, конечно, стараюсь вообще не пропускать эти денечки, так как после вот этого я знаю, что все, это уже край. На севере это очень быстро. И потом это все быстро к снегу, ребят. И уже сезон будем закрывать. Ну, пока такая погода, пока есть возможность, я выдвигаюсь, ребят. И сегодня очередная рыбалочка. Конечно, это налим. Все гоняюсь за трофеем. Ну, пока у нас кило 800 этого сезона, это по осени. Самый крупный. Да, в наших районах, ребят, уже стал крупный налим, это редкость. Но все равно есть экземпляры, я знаю, что есть. Ловили на 4, на 5 килограмм. Так что вот бодаюсь, бегаю, ребят. И сейчас заплыл в такое место. Посмотреть здесь кое-что. Ну, вот все. Смотрю вот места к избе. Определяюсь. И вот пораньше, пока есть возможность, заехал, вот посмотрел. Набрал шмурдяка, ребят, как обычно. Всяко разная пила, вещи теплые, снасти, спальники, палатки. Ну и поднимемся сегодня, ребят, в те точки, которые я разведывал. Но сегодня рыбалка у нас будет интересная. Я сегодня хочу поставить пару продольников. Связал продольнички. Ну и вот взял удочку, не знаю, попробуем добыть живца. Без разницы, ёрш, плотва, там, окунь, что попадется, если вообще поймаем. И хочу вот с выхода с ямы вот поставить продольники. Возможно, щука попадется, так как последняя рыбалка, ребят, такого налима кто-то кушал, крокодилы плавают, надо просто рыбачить, просто ловить. Пару сеток взял, ребят, на вот таком болоте поставим. Может, рыбка тоже будет что-то как-то. Короче, не теряем денечки, ребят, рыбачим. Ну и всяко разно. Пробуем всякие варианты. Не знаю, день-два буду находиться в лесу. Посмотрим, не знаю, по времени, как что будет походить. Потому что, возможно, останусь на вторую ночь. Но ночью, правда, ребят, холодный, 0, -1 уже, заморозки очень серьезные. Короче, вот такие пирожки, ребят. Так что не знаю, попробуем сегодня. Сейчас добираемся до точки, попробуем наловить живца. В этом же районе поставим продольничек первый. Будем опять подниматься. Второй поворот, тоже перспективное место. Установим там пару продольников, короче. А так где-нибудь определимся с дровами и там переночуем. И, соответственно, порыбачим ночь на налима. Так что я думаю, будет интересно, ребят. Такой эксперимент. Многие писали, конечно, Андрюха, на лягушку. Вот был интересный момент на креветку, ребят. Ну, в магазине зашел, у нас таких изобилий в поселке не оказалось. На мойву как-то пробовал, ну ладно, думаю, попробую наловить живца. Так что, ребят, давайте, не теряем времени, осень, дело такое, сразу махом темнеет, так что надо все успеть. Посмотрел здесь я местечко, очень интересное место, конечно, прям шикарное место, будем рассматривать его. Только надо уделить денек, чтобы погулять здесь, потому что надо берега смотреть. Ладно, вода прибыла, вот есть возможность заплывать. Ладно, погнали. Попробую. Здесь вот так течения нету. Взял комбикорма. Прямо здесь вот так покидаем. Какая-то рыба-то подойдет все равно. Сейчас накормим здесь везде. И будем пробовать. Так, ладно, что? Давайте, ребят, не знаю, грузила там картечина. За глубины сейчас будем пробовать. Со дна точнее, или по поверхности. Сейчас что-нибудь решим. Побольше глубиночку сделаем. Желательно бы, конечно, ершей. Не знаю, что будет вообще. Сейчас посмотрим. Тишина, ребят. Тишина. Блин, переезжать придется, наверное.
помните, там, ребята, сидел, когда раздача налима была. Там, помните, в кустах такое классное место в корягах. Я еще говорил, может на удочку там попробовать. Вот, наверное, мы туда, наверное, и маханем. Ладно, ребят, что, переезжаем. Ребят, добрался я до этого места, где я провел здесь 2 ночи. Здесь была раздача налима. Ну, тут ночевал неплохо. Видно, вот рогатульки стоят. Вот доска, которая была, помните, ребят, находил. Столик сделали. Молодцы, ребята. Дровишки. Бензин, походу. Ну, вот так вообще. Вот, ребят, вообще плюс большой. Переночевали, смотрите, ребят, вообще чисто, классно. Что можно сказать? Вообще молодцы. Порыбачили, все четко. Но вот здесь я вот хочу попробовать. Тут плескалась мелочь. Может, здесь еще попробуем надыбать. Блин, больше не знаю, нет вариантов. Где-то сидеть. Везде течение, грязь плывет. Только здесь. Ну, прям здесь. Вот здесь такой затишок. Покидаем опять же комбикормчик. Так, может, чтоб соблазнить что-то. Тут течение, ребят. Сразу попробую на полудоночку здесь. Блин, удочку 1000 лет в руках не держал. Даже отвык от нее. Раньше, блин, удочка была у нас. Вот здесь такая веточка есть. Ею воспользуемся. Вот так. Может, что на полудоночку поклевакает. Не знаю потом, как быть. Что делать. О, смотрите, ребят, поклевка сразу. Интересно. Сейчас, может, что-нибудь натаскаем. Да хотя бы на один вот зарядить. Без разницы чем. Было бы вообще классно. Блин, ну погода, конечно, клевая. Днем тепло вообще. Я вон в одной в этой хожу тонкой. Но ночью 0 градусов. Дубильный капитальный. Ладно. Ну что-то он поклевывает, смотрите. Еле-еле, но что-то поклевывает. Значит, комбикормчик весь сюда его разобьем. Вот так, чтобы намыло. На целый мешок дома лежит. Заодно рыбку покормим. Кто-то подходил. Блин, если бы ерши бы были, вообще классно. Клюет, ребята. Вообще никак. Хочу посмотреть, что тут осталось. Дров. Вообще, наверное, все распилили. Ну да, вот 2 корня осталось. Вот, в принципе, чурка еще одна. 2 корня. И на этом все. Больше ничего не видать. Дров здесь нету. Надо будет искать, если здесь оставаться. Печалька. Ребят, что-то раз дернет, короче. Все, тишина. Раз дернет, тишина. Что за рыба такая интересная? Какая-то мелочь. Ну, ее там вообще не... единицы, так скажем.
тык-тык-тык-тык. Все отпускает сразу. Тык-тык-тык отпускает. Да, таким макаром мы тут ничего не сделаем. А время-то идет. О, опять. Тык-тык подойдет. Ну, пару раз, да, вот таких хороших поклевок было. Все. Тишина. Ладно, ребят, что, не теряя времени, так и будем делать. Сделаем, наверное, мы так. Сейчас разгружаюсь. Сеточки ставим, парочку. Потом костерком, лагерем займемся. Сразу палатку, наверное, поставим. Чтобы потом по ночуге в холоде это все не делать. А с продольником повременим. Прям повременим. Возможно, мы его установим, но не знаю, на червя или на чё, короче. Будем решать, ребят. Ну, охота продольник связал, блин, все взял для этого. А тут такие дела. Ладно. Ну, блин, не получается поймать. Я не знаю, что делать. Ну, рыбалка, она такая бывает. Так что ничего страшного. Ладно, что, разгружаться будем. Закидухи. Закидушки. Все в сторонку пока. Пока суды. Все это дело. Подсак взял сегодня. Ну, мало ли, думал, продольничек. С продольничек, чтобы с водки доставать, борта-то высокие. Вот, ребят, что интересно. Вот такой свет взял. Кемпинг. Комплект такой, ребят. Не знаю, кто по ютубу двигается, то, наверное, многие видел. Но факт в том, что прикупил, ребят, вот пришел сейчас буквально на днях. И сегодня у нас новое освещение. И коречек, ребят, все я замустерил. Вот он, красавец. Специально для освещения прикупил аккумулятор 12-вольтовый. Короче, сегодня, ребят, у нас свет будет от Бога. Блин, не знаю, как с дровами, ребят, здесь буду. Придется корни попилить как-то и уже притащить. Ну иначе все, дров нету. Так, сейчас надо рогатульки под жерденки, под сеточки надо вырубить. Вот здесь у меня палаточка тут раз была. Отдыхал. Здесь я ночевал. И сейчас что-нибудь вырубим. Так, ну все готово. Давайте съездим, поставим. В целом на сети, ребят, рыбалки не назовешь. Кто-то вообще презирает это дело. Но здесь на севере, ребят, все это нормально дело. Так что ругаться не надо. Еду на рыбалку добыть рыбы. Погнали. Добрался до вот этого озера. Заплыл. Ну вот сейчас поставим 2 сеточки. Небольшие финки. Ячья у меня 35-я и 40-ка. Посмотрим. Привяжусь. И мотором установим в одного. Вот так вот. Сейчас разберемся, где начало, где конец. И начнем установку. Так, ребята, в одного ставлю. Ничего сложного нету. Можно в одного поставить спокойно сеточку на моторе, на резиночке.
Все готово. Первая есть. Поставил 2 сеточки. Не знаю, может что фартанет. Может завтра попадется окунь, там что-то еще. Возможно, поставлю даже на продольник на следующий день. Короче, так, взял. Думаю, ну что погода позволяет, поставлю, тем более рядом с этим местом. Ну и ладно, короче, все, что. Едем костерок делать, отдыхать, заниматься делами, бытом. Ну и костерок там, что, покушать туда-сюда. Нормально. Опа. Ну все. Сделали делишки. По той практике, ребят, показала, то вот здесь, вот по этому месту, ну куча вообще дров. Не знаю, вообще дровяник капитальный. Здесь вот с донками надо в аккурат быть. Здесь я, наверное, закидушки буду ставить. Здесь доночки поставим. И ну и подальше будем выходить. Сразу с ямы. Щелк, 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 щелк. То бишь 15, 16, 17, 18, 19, 20. Короче, перекроем речку и будем искать вот этот проход. А так пока все здорово. Рогатурки подсобрал. То, что здесь были. Пойдем заниматься корнями. Так, ладно, что, пилу возьмем. Придется как-то их раскрожевать, притащить. Такие я целиковые я не смогу принести. Тяжелые. Покороче немножко сделаем, чтобы хоть какой-то костерок у нас был. Ну там что-нибудь еще посмотрим. Здесь, допустим, вот это можно чекернуть сразу. Вот это со временем рубили, рубили, рубили. Скажем, можно отнести будет. Вот здесь полено одно есть. Что-то потом ребята дорубали здесь, смотрю. Что у них случилось с пилой, походу что-то. То ли цепочка, то ли что. Так, а вот этот мы сейчас пошинкуем. Потому что дров здесь, ребят, уже больше нету. Так, наверное, распилим и так распилим. Так и будет. Ну что, в принципе, получилось. Я думал, будет сложно. Он такой полугниловат уже. Нормально. Вот такие уже я уже отнесу точно. Сейчас что-нибудь еще посмотрим здесь по окраине. Ну, в принципе, вот эти корни, они очень-очень хорошие. Но в плане, я имею в виду, то, что они долго играющие такие. Надолго. За пацанов говорил. Самого слетела цепочка. Благо, есть у меня ключи. Сейчас подтяну.
Зажала маленько и сразу слетела. Вот заодно почищу. По рыбалкам сколько раз гонял. Чистить это не чистил. Нифига. Вон сколько грязи. Цепь тоже натягивать не надо сильно. Немножко, чтобы она была. Ходик у нее. Вот так вот, отлично. Все, что. Сейчас сюда, ребят. Опа. Так накидаем. Дрова, блин, это необходимая вещь. Что весной, что осенью. Рыбалки по налиму. Прям как ни наесть они нужны. Тем более сейчас у нас уже ночью. Ой, как холодно. Так что дрова нужны. Чем больше, тем лучше. Фу, блин. Как будто не в лесу, не в тайге, блин, а где-то в степи, блин, дрова добываешь. Ну, место здесь такое. Там, понятное дело. А здесь вот так вот. Нет, нифига. Все, вроде с дровами порешал. Перетаскать только осталось. Сейчас сразу запалим что-нибудь. Горелочка, кстати, выручает меня. Не знаю. Охотничьи спички там. Там сухой спирт, там так далее. Там, знаете, сейчас всяких прибот хватает. Да вот. Не знаю, может подороже будет все это дело. Зато в любой дождь, в любой ветер ничего не надо делать. Ну вот, ребят, что. 2 минуты. И все, полыхает. Отлично. Вот. Можно Чайковского ставить. И уже донышки начнете расставлять. Блин, живца, конечно, не поймали родные. Вот это мне печально. Хотелось продольнички поставить. Что-то новенькое. Ну и вообще. Надо живца как-то добывать, значит. Если этим заниматься. Погода пока стоит. В принципе, можно что-то и придумать. Ну, грубо, вот если на сеточке попадется. Ну, правда, крупная ича, сороковка, там что попадется. Там если попадется крупняк. Можно было завтра вот снять. И уже потом поставить по утрецу. И на вторую ночку остаться. Посмотрим, не знаю. Так пока думаю, гадаю. Ладно, ребят, пока можно присесть, перекурить все это дело. Стакан пивца выпить. Золотая осень. Вот это моя любимая пора, конечно. Да, еще в лесу, конечно, подвигаться бы. Но вот только на следующий сезон, ребят, спрашивайте по охоте. На следующий сезон, я думаю, будем двигаться. Рыбцы вон бегают аж по обрывам. Стрелять не хочу. Красавцы. Ладно. Мы рыбаки добрые. Так, ребят, ну у меня же новое освещение. Хочу вот показать, пока светло. Все это дело установить, разобраться в нем, потому что так дома прикинул немножко. Ну, чтобы было наглядно,
хочу показать вам. Так, сейчас вырублю рогатулечки. Благо здесь с этим проблем нету. И уже установим. Ну, рогатульки нужны, потому что для этого дела. А так, все в дальнейшем сейчас расскажу и покажу. Да и самому интересно реально. Готово. Так, ребят, ну смотрите, я вырубил рогатульки для того, что у меня вот именно на это освещение, ну, сейчас в данный момент я на пляжу, оно прям необходимо. А так, в принципе, подвешивать можно хоть куда. На крючочки, на ветки. Короче, смотрите, ребят. Аккумулятор сейчас в стороночку. Ну вот, ребята, от кемпинга мутят вот такие штуки. Не удержался, но прям надо, потому что, ну, это прям подходит везде, реально везде. И сейчас потихоньку вам расскажу. Смотрите, само устройство вот в таком контейнере, ну, в принципе, уже удобно перевозить и хранить и так далее. 5 ламп, длина 5 метров, то бишь через каждую лампу идет метр соединения. Соответственно, у нас растяжка идет в 5 ламп. Цвет провода в данный момент у меня идет черный. Давайте, ребят, откроем, посмотрим. Вот сразу идут в комплекте 5 лампочек. Это получается 12-вольтовые лампочки, ребят, это не путайте. Это не простые лампочки. Кстати, светодиодные, энергосбережающие. Вот у нас 5 лампочек. Соответственно, идет, ребят, само устройство из 5 метров. И вот с такими подвесками через каждый метр вот идет сам плафон, куда вкручивается лампу. На конце, ребят, у нас переходник. Почему переходник? Потому что реально, ребят, это устройство можно, ну, прям подключать любыми способами. Самый из простейших, ребят, это если дома, то мы подключаем вилку, закручиваем и в сеть. Ну, единственное, то, что, ребят, надо поменять лампочки на 220. Эти лампочки 12-вольтовые. Не надо путать. И дома можно подвесить прям быстро-быстро в гараже, где-то там на беседке, там, если где-то сидите, отдыхаете. Потому что кемпинг — это отдых. И вот такой переходничок, ребят, на 220 идет в этом наборе. Идем дальше. Еще, ребят, 5-метровый провод. Соответственно, это еще удлинитель. Это у нас уже 10 метров. Такой же переходничок. Вот мы сейчас сразу его включаем. Подключаем. Вот так. И закручиваем резьбу. И у нас, ребят, уже идет устройство от прикуривателя. Это получается машина, снегоход. Реально можно поставить снегоход, и наше устройство освещается. Ну, уже есть на мотособаках много. Короче, движуха, ребят, всем известная. Так что воткнули 12 вольт. Пожалуйста, ребят, освещаемся. Но на этом не останавливаемся и переходим на крокодильчики, ребят. Это прищепки на аккумулятор. Мама, папа, плюс-минус. Еще у нас дополнение, ну, в районе метра 20, наверное. Черный, белый. И вот это устройство мы включаем вот таким макаром. Все, пожалуйста. 1,20 м плюс еще 5, плюс 5. Короче, у нас в районе 12 метров само устройство мы можем растянуть вот реально от чего угодно. Соответственно, я взял для этого устройства аккумулятор. Можно, в принципе, какую-то батарею. Но я купил аккумулятор. Посмотрел, посоветовался. Купил не из дешевых, как бы, так скажем. Его можно, в принципе, переворачивать, как мне объясняли люди. В районе 1500 есть аккумулятор, но, ребят, это чуть подороже. Вот. Плюс у нас вот такой штуки закрытой. Сейчас мы это будем тестировать.
Какие-то болтики еще есть. Но это, ребята, реально новое, потому что я еще не пробовал. Так что вот взял специальный аккумулятор. Но штука нужна, ребят, согласитесь. Пригодится и на мотособаку, и на мотоцикл, хоть куда. Зарядили. Она в гараже лежит. Да, весит килограмма 1,5-2. Но, ребят, мы же любим отдыхать. Мы же любим находиться в природе. Сейчас красиво, в аккурат, если с семьей, там, чтобы все прям в аккурат было. Ну и, соответственно, ребят, сейчас мы попробуем все это замутить. И как у нас это все будет выглядеть, посмотрим. Давайте попробуем. Резиночку сразу убираем. Конечно, к этому делу я что-то приспособлю. Но я имею в виду, чтобы все это было упаковано идеально. Так, цепляем крокодилов наших. Все. Ну, давайте попробуем, ребят. Берем лампочку. Ну, коробки, в принципе, уже нам не нужны. Мы будем, наверное, не будем их снимать. Уже коробочки можно, в принципе, сжигать. Ну, давайте любой плафон попробуем вкрутить. Опа, все, ребят, смотрите, свет пошел. Одна готова. Давайте вторую. Так, плафончик. Есть. Соответственно, ребят, таким образом 5 штук. Кстати, такое устройство, ребят, есть в 5 лампах, есть в 3 лампах. Ну, какой большой плюс, то что цепь не единая. Если, допустим, одна лампочка не горит, все не горят. Мы просто приоткручиваем одну, у нас горит одна. Нам надо чуть поярче, мы докрутили одну, вторую. Нам надо еще поярче, мы докрутили третью. Соответственно, мы регулируем сами поток освещения и, конечно, экономим наш аккумулятор. 12-вольтовый аккумулятор, 3 ампера вроде лампочка. Ну-ка, давайте, ребят, посмотрим. Да, 3 ватт. Соответственно, на одной лампочке может он просветить мама родная. Ну и в палатке в подвешенном состоянии, это сейчас еще, ребят, светло. Эта лампочка просто будет гореть, я не знаю вообще. Но очень долго. Не зачем там мне 5 все лампочек. Я поставил одну, да, мы там сели кушать, или я снимаю какой-то обзор, я закрутил вторую. Надо еще третью и так далее. Ребята позаботились. Все вот эти соединения, ребята, они в резине, в пластмассе. Соответственно, если какой-то дождь или, вот, допустим, сегодня будет у нас роса, все контакты не пострадают и ничего не замкнет. Здорово, ребят. Давайте, ребят, сейчас я попробую раскрутить все. И мы, наверное, я вот вырубил рогатульки, поставил по берегу вот так. Но здесь костер, просто неудобно будет. Возле реки как будто мне тоже не надо. Мы, наверное, поставим вот здесь. Отсюда начнем вот так. Раз, два, три. Вот это место мы, ребята, сделаем. Я так чисто ради интереса вот так прикинул. Ну, вы должны понимать, что вот это можно раскидывать везде, да, правильно? На избе снегоход подъехал. Вот надо быстро-быстро все сделать. Включил в прикуриватель и погнали. Вот. Еще одна у нас загорелась. Вот над столом сейчас еще одну зажгем обязательно. Есть контакт. Опачки. Вот так вот. Смотрите, ребят, четко, да? Блин, ну мне нравится, реально. Посмотрим, как это ночью. Ну, в палатку реально можно вывести одну. Здесь у нас уже конец. Как угодно можно подвешивать. Отлично. Мне нравится, ребят, вообще. Универсальная штуковина, конечно. Ладно. Ну что, ребят, прикольная штука. Стоит копейки, реально, потому что у меня аккумулятор дороже в 2 раза вышел, чем вот вся вот эта движуха. Мне нравится, ребят. Ссылочку оставлю в описании, конечно.
Кто интересуется, ради бога, ребят, переходите, смотрите. Потому что, ну, реально вещь мне понравилась очень. Ну, в контейнере можно ее перевозить. Да вот, как бы не особо-то и тяжелые. Единственное, то, что вот по лампочкам будем смотреть, как они будут биться, не биться, а вот а так. И сегодня в темноте затестируем вообще как что. Возле стола 2 штуки повесил здесь. Ну так чисто вспомогательно. Можно, в принципе, все это перенести и подвесить рядом. Опа. Все, костерок уже начал свое брать. Отлично. Так, что у нас по времени, ребят? Надо уже начинать расстановочку. Вот корень один я принес. Там еще 3 части от корня, которых напилил. Палатку поставим также на берегу, наверное. Живец не клюевает. Ну, донки будем ставить. Черви есть, так что будем пробовать. Вот, ребята, молодцы, столик замутили. Так, это у нас пока не нужно. Давайте, ребят, что-нибудь перекусим, наверное, сразу. Потому что очень кушать охота. И поставить надо грибочки размораживать. Ну, тут многие знают, ребята, у меня здесь специй куча. Езжу как бы на все случаи жизни. Мало ли. А бывает иной раз и выручает. Вот грибочки. Надо поставить на разморозочку. Грибы сегодня хочу, ребят. Наши сегодня в этом году свежие боровики. Вот взял немножко с морозильничка. А забыл в сумке, холодильник же лежит. Полотенышко сразу под кухню. Люблю, когда чтобы все было в аккурат. Да, кстати, вот 2 лампочки перенес сейчас сюда. Так и будем тестировать. Ну, ребят, смотрите. Сосисоны есть такие интересные. Хлебушек. Что только нету, ребят, у меня в этих сумках. Вот так катаюсь. О, помидорка. Помнил, был где-то помидорка. Опа! Ой, хорошо, ребята. Не знаю. Просто душевно. Даже рыбачить неохота. Рыбалка на лема на самом деле очень трудовая, ребят. И чтобы добыть рыбку, надо поработать, потрудиться неплохо. Так, не знаю, взял, ребят, такие сосиски какие-то непонятные. Колбаски полукопченые из мяса. Тоже, кстати, наши, зеленецкие. Ну, я имею в виду, из Коми. Знаю, шкуру надо снимать, не надо. Вроде не надо. Ладно, ребят, что, давайте перекусим. Костерочек у нас. Сейчас солечки только достанем. Все. Можно и поужинать немножко. А уже ближе к ночи потом грибы пожарим. Грибов прям жареных с луком, просто хочу грибов поесть.
Давайте, ребят, приятного со мной. О, красота. А что говорить, конечно, красота, ребят. Погода, не облачко. О, воздух. Здорово.